Доброе утро, республика! Мы снова встречаем утро в Якутии на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 14 июня, середина недели. С вами Ксения Еремеева и Павел Танин. О чем мы будем с вами говорить сегодня? Уже через несколько минут ожидаем в гостях по теме Республиканского форума «Инклюзивный педагог современной школы», который проходит в эти дни в столице республики. Помимо этого, покажем вам также, как прошел венкийский праздник Бакалдын в городе Тамоти. Опасный тренд, расскажем о нем. Это почему нельзя класть полотенце на вентилятор в наступающие жаркие дни. Это, наверное, будет очень актуальный лайфхак, который часто люди используют, но есть и свои нюансы в этом деле. Также выясним все-таки, когда лучше чистить зубы перед едой или после еды. Об этом расскажет наша рубрика «Мой доктор». Помимо этого, медвежонок, который не протянул бы и ночи, был спасен иркутскими зоологами. Узнаем, как вообще сложилась его судьба, и вообще много-много всего интересного еще в ближайший час вас ожидает. А в начале, как по традиции, мы, конечно, поговорим о чем? О том, что ожидает нас за окном, поговорим о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха плюс 4, плюс 5 градусов. В заречной группе от 3 до 11 градусов тепла. В южных 4-5. В Вилюйской группе от 7 до 11, в Нижнеленских от 7 до 12 градусов со знаком плюс. В западных также от 7 до 12. В Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до плюс 13. Самое холодное место там сегодня — это Чукурдах, где столбик термометра зафиксирует 0 градусов. В Янских районах от 11 до 13 со знаком плюс. На северо-западе от 0 до 14. И холоднее всего в Тиксе. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 3 градуса, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем ожидается от плюс 11 до плюс 13. А на календаре 14 июня этот день отмечен как Международный банный день. Помимо этого, работники миграционной службы России отмечают свой профессиональный праздник. Также сегодня Всемирный день донора, поэтому поздравляем всех часто скромных людей, которые слушают зов своего сердца и в любой момент могут прийти на пункты сдачи крови. С другими событиями этого дня знакомимся далее. На календаре 14 июня. Сегодня Всемирный день донора крови. Международный день блогера. По народному календарю сегодня у стен брусничные губы. Если небо было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля в этот день, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Этот день в истории. В 1834 году в США запатентована наждачная бумага. А в 1897 году в этот день в Российской империи законодательно был запрещен воскресный труд. В 1909 году, 14 июня, состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры, родоначальницы многочисленных санаториев, действующих в сегодняшнем Сочи. В этот день в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. 14 июня родились Шарль Кулон, французский физик, военный инженер, Александр Островский, русский драматург. В этот день также увидел свет Петр Лавров, русский философ, идеолог народничества, социолог, Николай Рубинштейн, русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории, Федор Токарев, советский конструктор стрелкового оружия. В этот день также родился Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, командант революции на Кубе, а также Станислав Говорухин, советский российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель. Именины сегодня у Василия, Веры, Виктории, Гаврила, Давида, Дениса, Ивана, Павла.
Ну, а в эти дни в Якутске проходит республиканский форум «Инклюзивный педагог современной школы». На что направлен форум, какие актуальные вопросы обсуждаются на нем, поговорим об этом с нашими гостями. Это Светлана Захарова, заместитель директора Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, и Людмила Прокопьева, заведующая кафедрой начального и инклюзивного образования Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, расскажите, собственно, о форуме, каковы его основные направления, о чем ведется разговор. Ага, так, ну, наверное, начну я. Да? Но вот на сегодняшний день как раз сфера профессиональной деятельности педагога претерпевает существенные изменения. Это связано, во-первых, с актуальными требованиями нормативных документов, которые регламентируют профессиональную деятельность педагога, и с ключевыми ориентирами, с основными такими ключевыми ориентирами, изменениями в обществе и в образовании в частности. Да, вот такие как раз изменения, к этим изменениям у нас относится инклюзия. Ну вот что такое инклюзия, если кратко, да? Инклюзивное образование позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья, а их у нас несколько нозологических групп, то есть к таким деткам у нас относятся дети с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми нарушениями, расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, да, и со множественными нарушениями развития. И вот как раз-таки вот инклюзивное образование, повторяюсь, да, оно позволяет, обеспечивает детям с ограниченными возможностями здоровья наравне со здоровыми сверстниками получить равные возможности к образованию, то есть получить те знания, которые помогли бы деткам максимально адаптироваться и полноценно интегрироваться в общество. Да? И вот поэтому в связи с этим 13 июня наш институт, Институт развития образования и повышения квалификации, проводит республиканский форум «Инклюзивный педагог современной школы». Да? Цель этого форума сформировать такое активное сообщество педагогов инклюзивной школы, которые готовы взаимодействовать и вводить данную практику уже в наших школах республики. Да, вообще, на самом деле, форум же это уникальная площадка для открытого диалога. И форум будет проходить у нас 4 дня, то есть работа предстоит очень насыщенная. Да? На данный форум зарегистрировалось свыше 400 педагогов. Из них вот 200 педагогов – это, скажем так, представители как раз-таки учителей начальных классов. Он будет у нас проходить в 2 форматах. Это у нас дистанционный формат и очный формат, да, так как многие желающие к нам не смогли подъехать, ну, из-за, ну, там всякие были сложности, но это в основном у нас это арктические северные улусы. Угу. Ну и что еще могу сказать про форум, да? В рамках форума у нас как раз будут проходить лекционные мероприятия, проектные сессии, методические мастерские и круглый стол, потому что именно от учителя, от его профессиональной компетенции зависит школьная успешность наших деток. И вот как раз-таки во время проектной сессии учителя будут разрабатывать свои образовательные программы, так как с 1 сентября 2023 года вводятся 2 больших документа в школах. Да? Это первый документ, это федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, это приказ 1023. И второй большой документ, это федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся тоже с ограниченными возможностями здоровья. Да, это приказ 1025. Угу. Светлана Сергеевна, вот расскажите, пожалуйста, как прошел вчерашний день, первый день форума? Ну, мы очень благодарны, но я представляю, наоборот, дифференцированное обучение. Мы обучаем детей с тяжелыми нарушениями речи в специальной коррекционной школе. Ну, это позволяет 273 закон об образовании Российской Федерации. Но мы рады вот этому форуму, очень благодарны институту, Министерству образования, что нам организовали такой форум. Это действительно встреча, это живой диалог, не только вот на лекционных или там каких-то занятиях, но и в коридорах, скажем так. И поэтому разговор идет очень такой важный. Ведь инклюзивное обучение
я думаю, Людмила Николаевна, не очень у нас как бы еще состоялась, так я скажу, как человек, который очень долго занимаюсь с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Может, процесс сложный. Почему я так говорю? На то есть основания. Потому что к нам приходят детки не в первый подготовительный класс, да, а приходят 3, 4, 5 класс уже с огромным еще наслоением неврологических каких-то явлений из-за того, что они были неуспешны в массовой школе. И поэтому такой диалог нам нужен, и мы готовы с ними делиться опытом. У нас очень опытные учителя. 75% учителей у нас с высшей квалификационной категории, с первой квалификационной категории, стажисты, которые совершенствуют ежегодно свой профессиональный уровень. Вот такими форумами, курсами. И сейчас очень много дистанционных семинаров, курсов. И действительно можно везде, если захотеть, поделиться опытом, что-то узнать для себя и внедрять это в свою работу. Вот поделиться опытом, в том числе приехали, насколько мы знаем, и гости, и эксперты из Москвы. Да. Можете рассказать, кто экспертами выступает на этом форуме? Так, вчера как раз у нас была лекция, приехала старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики, это город Москва, да, представляет, это Татьяна Вячеславовна Кошечкина. Она как раз в основном сделала упор на логопедические нарушения. Да, на тяжелые потому что у нас, в нарушения принципе, детей с речевыми нарушениями, скажем так, большое количество. То есть подавляющее большинство. Да. Но их, к сожалению, становится больше. Вот по опыту своей школы я скажу, что мы где-то в 2013 году начинали где-то 145 детей. Не начинали, а учили. А на сегодня уже 197, и мы не всем нуждающимся можем оказать вот эту квалифицированную помощь, потому что у нас школа не позволяет, площади школы. Я думаю, как раз-таки благодаря таким форумам, вообще, в принципе, подобным мероприятиям, развитие инклюзивного образования будет шагать семимильными шагами, да, и как раз-таки, может быть, не только в специальных коррекционных школах нужно будет обучать детей с нарушением здоровья какими-то. Спасибо вам большое, удачи в работе форума, удачи вам в вашей работе. Ну а прямо сейчас мы на короткую паузу прервемся, после которой продолжим наш эфир. Доброе утро, вы смотрите новости. Названы сроки запуска программы «Льготная аренда жилья» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Программа заработает в 2023-2024 годах с учетом актуальности вопроса. Минпромторг ведет работу по ее ускоренному запуску. Рассматривается 4 базовых варианта обеспечения сотрудников ОПК жильем. Субсидирование 50% стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи с субсидированием 50% стоимости найма. В качестве экстренной меры субсидирование строительства быстро возводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Якутяне задолжали за электричество более 1 миллиарда рублей. По информации пресс-службы «Якутскэнергосбыт», на 1 июня задолженность якутян за услуги по электроснабжению превысили отметку в 1 миллиард 200 миллионов рублей. В компании также отметили, что долги за услуги по предоставлению тепловой энергии составили 709 миллионов рублей. Всего же с января текущего года в отношении более 1000 неплательщиков применили ряд санкций, в том числе ограничения на выезд за границу. При этом подчеркнули, что подобные меры являются крайними. Перед этим должника уведомляют посредством звонков и сообщений о необходимости погасить задолженность. Затем направляются иски в суд.
По данным за 2022 год, около 10 тысяч якутян страдают синдромом зависимости от алкоголизма и около 600 человек наркозависимости, которые стоят на учете. Сегодня, 14 июня, в день отказа от курения и месячника по борьбе с наркоманией, можно пройти анонимный прием у психиатра-нарколога, который пройдет в Якутском республиканском наркологическом диспансере по адресу Автодорожная, 38 с 9 утра до 18 часов вечера. Такую акцию мы проводим уже во второй раз. В первый раз акция была очень востребована, было много народу, поэтому решили провести в этом году. То есть осуществляется прием врачами, психиатрами, наркологами лиц, страдающих наркологической зависимостью, а также консультация клиническими психологами созависимых, то есть родственников, друзей, коллег и так далее. Это все будет проводиться 14 июня до 18 часов вечера. В этом году республиканский национальный праздник Эссех Тоймады будет посвящен Году педагога и наставника в России, Году труда в республике. За 2 дня на 19 площадках планируется 110 культурных программ. Это ритуально-обрядовые, выставочные презентации, экспозиции, детские программы, а также спортивные соревнования. В этом году один из главных конкурсов будет убранство лошади, так как по якутскому календарю текущий год посвящен божеству лошади. Также ожидается большое театрализованное представление из улусов республики. Эссех пройдет с 24 по 25 июня в местности Усть-Хатын в Якутске. В этом году запланировано участие на театральной площадке 7 театральных коллективов с разных улусов республики. В прошлом году, в год юбилея нашего праздника, эта площадка обрела свое место и уже заявила о том, что, в общем-то, наши гости очень интересуются театральной жизнью, творческой жизнью наших коллег, проявив солидарность, единение. И обязательно этот праздник оставит яркий след у наших гостей. Российских скалолазов начнут допускать к международным стартам с 2024 года. Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Скалолазы будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. В организации отметили, что представители правительств России, Беларуси и должностные лица из этих стран по-прежнему не могут посещать соревнования, а на территории государств не будут проходить мероприятия под ее эгидой. Также официальные лица, включая судей, не будут допускаться до турниров организации. Повсеместно начались национальные праздники встречи лета. Это и якутский эссех, это эвенкийский бакалдын и эвенский эвенек. Каждому из них участники тщательно и задолго до события готовятся, шьют национальные наряды, готовят блюда, рецепты которых бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В последние годы праздники коренных народов Якутии стали проводить даже в тех районах, где основное население русскоязычное. Так вот, на днях эвенкийский праздник Бакалдын прошел впервые масштабно в городе Тамоте. Чтобы познакомить гостей с обычаями, традициями, национальными нарядами эвенков, приехали даже мастерицы из отдаленного села Алданского района Хатыстыр. С ними встретилась наша съемочная группа. Зоя Павлова показывает всем посетителям выставки на празднике Бакалдын наряды, изготовленные своими руками и руками мастериц из села Хатыстыр, и рассказывает всем с гордостью историю своего народа. Путешественники приезжали давным-давно, им говорили про них, это парижане, модницы парижки. Они, значит, с тех пор еще они вот этим бисером, хотя у них совсем мало было бисера, но все равно их хвалили. Вот я сколько читала в книгах, их модницы Парижа, вот называли их. А хвалить и удивляться есть чему. Ведь для того, чтобы сшить национальный эвенкийский женский наряд, уходит не менее полугода кропотливого труда. За столетия технология изготовления ровдуги почти не изменилась. Это мы начинаем уже с зимы. 40 градусов мы ее растягиваем. Сперва мы ее шкуру снимаем, потом на улице растягиваем, и когда 40 градусов, минздру снимаем с обоих сторон.
Потом мы вешаем ее, где солнца нету, ну, где-нибудь в сарае. Вешаем, до весны она сушится. Почему мы так делаем? Потому что если она на воздухе, она высушилась, мнется хорошо и красиво. Белое-белое выходит. Фасон и крой ивенкийского костюма тоже мало претерпели изменений. У южных ивенков вышивки в виде круга, символизирующие солнце, яркие и разноцветные, в отличие чем у северных собратьев, у которых в цветах преобладают синие и голубые оттенки. При этом бисера у современного костюма стало намного больше. Вот этот костюм, он стилизованный, ивенкийский костюм, но современный. Но сейчас мы пользуемся очень много бисером. Нам кажется, что побольше бисера, побольше красоты, как бы. Но вот все равно мы берем вот эти свои орнаменты. Это лапы гагары обязательно, белое и черное бисер обязательно. И это вот эти бахрома у нас как бы защита от злых духов. Пришедшие с древних времен секреты ивенкийские мастерицы стараются передать новому поколению. И опытная мастерица с удовольствием отмечает, что на выставке есть и работы молодых мастериц. Нам хочется, чтобы наше шитье, ремесло, наше национальное шитье, чтобы продолжалось. А это означает, что связь поколений не прерывается и традиции народа сохраняются. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Игорь Тупицын, Томмот, Алданский район. Вообще все почти национальные праздники народов Якутии проходят летом. Неудивительно, лето вообще в Якутии оно какое-то такое особенное, оно особое. И при этом жаль, конечно, что оно очень короткое, поэтому нужно максимально из него все вытаскивать и наслаждаться, возможно, каждым днем. Вот, Ксюш, у тебя вообще с чем, как правило, ассоциируется лето? Но у меня, как у представительницы слабого пола, нежного, конечно же, Якутия – это прежде всего красавица природа. С лесами, с изобилием ягод и грибов. Я, кстати, обожаю собирать и готовить, и, соответственно, есть грибы, ягоды. Я очень люблю поля, усыпанные цветами, травами. Ну, в общем, все, что связано с природой. Ну, действительно, с этим у нас проблем в регионе нет. У нас все это всегда очень красиво. Правда, есть, конечно, и минусы, но, как правило, и все зависит от настроя человека. Конечно. Можно эти минусы не замечать. Я, конечно, говорю, как правило, комары, очень невыносимая периодически жара, которую мы ждем летом и кричим: скорее уходи, жара, уже когда, собственно... Сил нет. Сил уже нету, да, но тем не менее цветы, цветы есть и такие, которые не растут у нас, при этом они очень красивые. Вот так, например, почти 25 гектаров космеи расцвели в китайском округе Гуйлинь. И вот мы предлагаем вам, дорогие друзья, вместе с нами сейчас прогуляться по морю этих прекрасных цветов. Ежегодно в начале июня у подножия горы Хуа в районе Лингуй, провинции Гуйлинь, начинает цвести космея. На кадрах, снятых в прошедшие выходные, запечатлен живописный пейзаж на фоне горы. Разноцветная космея привлекает внимание туристов со всей страны. Цветы очень пышно и красиво цветут и украшают прекрасные пейзажи Гуйлиня. Они очень красивые и яркие. Цветы космеи небольшие по размеру, но расположены очень плотно друг к другу, образуя яркую комбинацию оттенков розового, фиолетового, белого, желтого и красного. Красок добавляет и яркая зелень стеблей и листьев. Видя это море цветов, мое сердце расцветает вместе с ними. И я чувствую, что жизнь особенно прекрасна.
По словам местных властей, космея цветет 2 раза в год – летом и осенью. Вот прям как будто какой-то мультфильм. У меня прям с этим Красота ассоциировалось. невероятная. Да, очень красиво. Ну а мы вернемся к моему замечанию про невыносимую жару. И в эти дни, когда вот совсем жарко, а благо нас, видимо, перед началом лета немножко дождик решил порадовать в Якутске. Вчера так весь день почти лил. Ну, скоро придут наши 30-градусные, может, там где-то и до 35 дойдет. И что в это время делать? Конечно, хочется прохлады, хочется охладиться, особенно если вы сидите в комнате. И тут вспоминается лайфхак, который многие видели в социальных сетях различных. Это вот взять мокрое полотенце, накинуть его на вентилятор. Вроде бы рабочая схема, вроде бы логика понятна. Получается холодное полотенце, воздух раздувается холодный и охлаждается помещение. Но есть, как всегда, нюансы. Ну вот какие же нюансы, собственно, почему так делать не стоит? Ну, во-первых, вода с полотенца может капнуть на лопасти вентилятора и попасть внутрь. Электричество и вода несовместимы. Если вам повезет, вы отделаетесь коротким замыканием и небольшим испугом. В худшем случае вентилятор может начать искрить, что приведет к пожару в доме. Во-вторых, полотенце мешает циркулировать воздуху, из-за чего вентилятор начинает задыхаться. Это как прикрыть сетку у фена. Девайс начинает нагреваться и сгорает. Такая же история с вентилятором. Он может попросту воспламениться и зажечь все вокруг. Ну и в-третьих, совет нерабочий. Даже если у вас большой вентилятор и вы положили на него полотенце, эффект будет слабым и кратковременным. Максимум, что вы можете на 5 минут охладить лицо и шею, но тогда есть риски заболеть. Также вентилятор раздувает влагу, а во влажном помещении температура ощущается выше. Поэтому некоторые кондиционеры сушат воздух. Мы не рекомендуем класть полотенце на вентилятор. Лучше мокрой тряпкой обтирать свое тело, так вы будете чувствовать себя комфортнее, так как влага будет испаряться. Чаще пейте воду и занавесьте шторы от прямых солнечных лучей. Вот, кстати, есть еще, да, вот один лайфхак. Мы видим, когда берут бутылку со льдом. Со льдом. Да, тоже. Я так пробовал делать. Ну, на самом деле, эффекта особого я не замечал. Конечно. Поэтому нужно, наверное, наслаждаться летом со всеми вытекающими из этого последствиями. Берите отпуск летом, езжайте на реку и сидите рядом с рекой. Там влажно и прохладно. Ну, поговорим тогда дальше, раз мы уже затронули, что и вредно, и опасно может быть полотенце. Поговорим про здоровье. Вот какой неизменный утренний ритуал есть у каждого человека, как ты думаешь? Ну, наверное, все-таки стаканчик воды натощак. Да. Ну да, это очень тоже важный такой момент, потому что запускается организм, но все-таки, я думаю, все, абсолютно все с утра чистят зубы. И есть споры, до сих пор существуют, все-таки, когда лучше это делать, до еды или после еды. И вот предлагаем... Да, оказывается, мнения расходятся, и, оказывается, можно как приступать с чистки зубов, так и с воды. В общем-то, это не важно, дело тут от выбора каждого человека. Ну, где-то я слышал, что все зависит от того, кушали ли вы перед сном, после чистки зубов вечерней. От этого тоже многое зависит, но я предлагаю посмотреть нашу рубрику и узнать подробнее об этом нюансе. Доброе утро! Волосы не зубы вырастут. Многие из нас слышали эту шутку, если стрижка вдруг оказалась не совсем удачной. Что ж, зубы действительно не вырастут, как волосы, поэтому надо беречь их на протяжении всей жизни. Что может этому способствовать? Жевательная резинка без сахара уменьшает разрушение зубов, если жевать ее в течение 5 минут после еды. Также в процессе удаляются остатки пищи, которые могут вызвать кариес и разрушение зуба. Сладкое вызывает кариес, и это не миф. Когда вы едите или пьете что-то сладкое, бактерии во рту начинают перерабатывать сахар и производят молочную кислоту. Кислота разрушает эмаль, что приводит к кариесу. Для борьбы с этим необходимо свести к минимуму потребление пищи и напитков с высоким содержанием сахара. Ученые обнаружили, что у людей, пользующихся электрической зубной щеткой, более здоровые десна, меньше кариеса, а также дольше сохраняются зубы по сравнению с теми, кто использует обычную зубную щетку. Иногда можно слышать, в том числе и от родителей, что молочные зубы лечить не нужно. Это опасное заблуждение. Эмаль молочных зубов в 2 раза меньше эмали постоянных зубов. И если это не лечить, то может привести к инфекции будущих постоянных зубов.
Регулярное посещение стоматолога является отличной профилактикой зубной болезни. Ведь предотвратить всегда легче, чем лечить. Чтобы сохранить зубы здоровыми, очень важно регулярно употреблять в пищу рыбу, овощи и фрукты. Особенно полезны сырые овощи – огурцы, сельдерей, морковь, яблоки, киви и орехи. Будьте здоровы! Как часто вы сидите за компьютером, водите машину или смотрите в телефон? Примерно 9 часов в сутки человек держит голову в согнутом положении. Безусловно, это все приводит к тому, что могут отложиться соли, и человек будет испытывать дискомфорт в шейно-воротниковой зоне. Да, и это может привести к всяким негативным последствиям. Вот чтобы как-то их предотвратить, профилактику сделать, нужно, конечно же, регулярно делать массаж шеи и воротниковой зоны. Можно добавить туда еще и плечи, вот этот весь плечевой пояс, голову. И вот как раз-таки наш коллега Руслан Ачиров решил на себе проверить все-таки эффективность и пользу массажа. Так, сама массаж шеи, она делается большими пальцами и 3 пальцами рук. Получается, берем правая, левая рука, сами себе. Допустим, это рука Руслана. Чтобы вам понятнее было, тут от черепа, от костной ткани спускаемся вниз до мышц. Вот тут есть парные мышцы, идут трапециевидные мышцы. Мы должны проработать именно их. Поэтому, чтобы вам понятнее было, спускаемся, находим сюда, дальше не уходим, там дальше уже артерии, все это идет. Поэтому чуть-чуть поаккуратнее. Берем пальцами, находим мышцы и работаем по ним большими пальцами. Как вам, Руслан? Болит? Да. Вот. Работаем. Также идем вдоль основания черепа по мышцам до 2-го позвонка. Делается это так. Тут помассировали, перешли, тут помассировали, чуть перешли, тут помассировали. С легкими переходами вдоль основания черепа до позвоночника. Позвоночник мы не трогаем вообще. Так, проработали мышцы. Потом берем... попробуйте. Попробуем. Ага. Вот от костной ткани чуть-чуть спустились, нашли мышцы. Прекрасно. А обязательно должно быть как бы болевое ощущение, да? Или если, допустим, делать это регулярно, то боли будет меньше и меньше? Да, да, боли будут намного меньше, и доводим до того, чтобы боли вообще не было, чтобы боли прекратились. Ага. Все, понял. Легким массажем, потом берем одну руку и щупаем позвоночник себе. От позвоночника чуть-чуть 1,5 сантиметра немножко отступаем и начинаем массировать. Это в сторону, да? Да, мышцы с натяжкой на себя. Ниже надо спускаться, да? Не надо. А, вот только здесь? Да, только тут можете проработать. Также противоположной рукой, правой рукой, в противоположную сторону. Но мышца ощущается пальцами, как будто как вот... перекатывает. Да, перекатывается. Как струны. Вот эту зону поработали. Дальше не уходим, там уже, вот как говорил, артерии, сонная артерия. То есть наша цель только мышцы? Да, наша цель только мышцы. Когда мы смягчим эти мышцы, поток крови будет легче идти в голову. Почему зрение улучшилось? Потому что есть троичный нерв, который отвечает за зрение. Мы туда запустили, получается, кровь, не туда, именно в голову запустили кровь, и он тоже, мягко говоря, начал нормально дышать. Желательно это делать вечером, после работы, после ужина, там, перед телевизором. Минут 7-10 поработали с шеей, потом идем спать. Почему вечером? Потому что если утром мы сделаем, то надо идти на работу, то же самое целый день сидеть, напрягаться, там нервы, всякие эти стрессы испытываем. Холодно на улице, тем более, да, можно застудить, можно перенапрячь мышцы, и эффекта такого не будет. Друзья, будьте здоровы, а более подробно познакомиться с мануальным массажом можно будет сегодня вечером на канале Якутия-24 в передаче «Испытано на себе». Раз, два, три. Испытано на себе.
Ну и как вы понимаете, после этого сюжета я очень давно не видел Руслана Ачирова. Если увидите, пусть свяжется со мной. Ну а мы продолжаем наш эфир. Предприниматели Якутии за развитие волонтерского движения в поддержку участников специальной военной операции. И сегодня в нашей студии одна из таких людей — это Ольга Витальевна Шерстянникова. Доброе утро. Доброе утро, Ольга Витальевна. Поделитесь, пожалуйста, своей историей, как вы вообще пришли к волонтерскому движению. Ну, волонтерством я занимаюсь более 20 лет. То есть это, наверное, такое, как для предпринимателей, это отдушина. Что-то сделать такое волшебное, хорошее, да, почему бы не сделать. А вот волонтером СВО, то есть активистом, я стала по воле судьбы, так как мой сын один из первых, он был в армии, и еще несколько наших якутских ребят попали и стали участниками СВО. То есть вот так закрутилась моя жизнь уже в другой воронке. Ну вот в целом, вот говоря про волонтерство, все-таки даже вот в рамках СВО очень много направлений, может быть. Кто-то берет свою швейную машинку, шьет форму. Да. Чем конкретно вы занимаетесь? Что я? Я, конечно, как меценат первая, да, то есть я сборы не делаю, когда меня спрашивают, нет. То есть, например, инвалидные коляски, противопролежневые матрасы. То есть вот то, что я была в госпитале, своими глазами видела, я знаю, что это нужно ребятам, ходунки. То есть это я сама покупала. Шелкопрядам я помогаю, то есть да, даем объявления, конечно, кидают денежки, я также отправляю. Что мы еще такое вот делаем именно? Я лично сама хожу по округам, общаюсь с Народным фронтом. Мне пишут женщины, потому что, обратиться в то же окошко помощи пришла женщина в МФЦ, то есть она не все понимает. Где-то в день от 3 до 5 женщин я обрабатываю сама, даже просто поднимаю по настроению, хотя я не психолог, но так как я это прошла, я знаю, как можно поговорить. И говорю всем, не стесняйтесь, давайте мой номер, и прошу, чтобы писали в WhatsApp, потому что есть выплаты, вопросы. Так как контрактники, например, не попадали в это, мы как бы добились, стали, да, они тоже получать. С мобилизованными, сейчас, например, такой вопрос, пошли в отпуск. Ребята не знают, как на поезде добраться, какой поезд, какой самолет. То есть мне пишут, и я объясняю. Бывают такие вопросы, муж потерялся, где потерялся? Он был в госпитале, где телефон? У волонтеров. Я говорю, скиньте билеты, кидают билеты, ваш муж сидит в самолете. То есть потерянные, да, и в этот момент, когда ты вот это помогаешь, жизнь как будто складывается лучше, что ты что-то сделал. Даже в такой же момент, например, не выходят на связь. Вот, не выходят на связь, начинаешь разговаривать, нету связи, что-то еще. Так как у нас группа нашей части, какие-то вопросы мы можем решить. Например, надежный тыл. Он организовался после марта 22 года, организовали наши жены военных Владивостока. И вот, знаете, как в марте, еще не слыша и не зная, где сын, мы делали сборы на лекарства, на вкусно покушать, что-то ребятам отправить, носки обязательно. Мы делали, потому что, во-первых, жены военных, они уже участвовали не в первой какой-то там командировке, и мы им очень доверяли. То есть, Да, вот, Ольга Витальевна, от вас чувствуется такой огромный потенциал, внутренняя сила. Вы такой надежный тыл, но ведь для того, чтобы быть тылом и для других, вы тоже ведь как-то к этому пришли. Вот есть у вас какие-то такие секреты, вот как обрести этот баланс, вот, несмотря на всю сложность происходящего? Вот в этот момент, если посмотрим на это время, я же мама. То есть я не знала, где мой сын, но я знала, что он жив, независимо, что мы ничего не знали. И это была моя отдушина. И как бы я не могла опустить руки. Конечно, было тяжело. Хотелось повыть на Луну, но я брала себя в руки, ночами рисовала. То есть я рисую, это мое как бы хобби, ночами я рисовала, потом эти картины раздаривала. Когда создалась эта группа, на моем примере, так как в моей компании есть группа рабочая и «Доброе утро» мы желаем обязательно, мы стали писать всем «Доброе утро». Сейчас в тех округах нашей республики, в которых я сижу, мы тоже желаем «Доброе утро». То есть вот этот позитив, вот это настроение... Хотя вот такой маленький да, с утра. Да. И ты понимаешь, ни шагу назад, только вперед, и ты должен себя брать в руки. Поплакать ты можешь тогда, когда тебя никто не видит.
Ну, не имеешь ты права, потому что сейчас женщины смотрят на тебя, и ты такая будешь, да, там, со слезками. Ну, это же неправильно. То есть приходится быть еще таким примером для других, ну, вот этой стойкости. И вот что самое важное, вот мы вернемся к тому вот, помощи матерям, что в том числе вот помощь-то не только материальная, но и какая-то просто вот обычным словом поговорить. Да. Просто человеческое, теплое отношение. Да. А вообще вот насколько сегодня крупное вот это вот сообщество волонтерское? Оно большое, их несколько, мне с нескольких городов пишут, но сразу говорю, и когда все началось, нужно все смотреть. Потому что, может быть, это сообщество совсем другое. Мы, как предприниматели, тоже это знаем. Несколько раз мне предлагали открыть фонды. Я говорю, нет, сама я не буду открывать. То есть вот я доверяю именно надежному тылу. Сейчас мы, сообщество предпринимателей в городе Якутске, помогаем БОТУР. Тоже там, пока ребята тренируются, мы продукты возим, потом там какую-то одежду, специальные, да, вещи туда едут. И, конечно, когда мы их провожаем, я в первую очередь обращаюсь к семье. Это первое. То есть мои не только ребятам, потому что там мужчины есть, которые скажут, командиры, все, да, комбаты. Я не военная, но я, как это называется, иду за фронтом. Вот. Ну, вот говорим. Вот. Ну и получается, ваша деятельность, она же распространяется не только на Якутию, да, в принципе, да, уже и на многие Я вообще города. в России очень хорошо работаю с Владивостоком, потому что это изначально с 1 марта 2022 года я туда попала. Попала, потому что я всплакнула, и мне позвонили и сказали, ваш сын жив. И хотите в нашу группу? Вот так я и попала туда. И по сей день я в этой группе, и никто не вышел. Просто никто у нас не вышел, и мы поднимаем друг другу настроение, пишем. Мы не пишем, где ребята, мы вообще это не пишем, но, например, если кто-то ранен, прям маршрутизацию прописываем. То есть мне тоже так ее девочки прописывали. Мой сын был тяжело ранен, я написала, и мне сразу, то есть я с Якутска, какой Ростов, небо закрыто, мне все объяснили. В Москве меня встретили предприниматели, которые мне поставляют чай. Они, давай покушаем. Я говорю, нет, время. Меня покормили, в поезд посадили. Я в поезд села, и все, я скоро буду у сына. Ну, при этом сын не говорил, что у него тяжелое ранение, мы сами узнали. Что, то есть его со стороны мне сфотографировали, он мне разрешал, мы военный борт ждали. Он говорит, прилетишь уже во Владивосток или там в Москву. Ну, когда вот я увидела фотографию, просто купила билет. Утром к нему пришли врачи и сказали, твоя мама летит. Вот так это было. А сейчас поддерживаете как-то связь? Поддерживаем, конечно, пишем, также «Доброе утро». В то время у него не было телефона, но каждый день вся наша семья ему писала «Доброе утро», и вечером писал, как прошел день. Сейчас мы также желаем друг другу «Доброе утро». То есть это у нас в семье как бы такая традиция семейная. Да. Ольга Витальевна, спасибо вам большое за вашу деятельность, очень важная в это время, конечно, и самое главное, что вы пример вот этой стойкости подаете другим. Да, такой женственной силы, поддержки, чувственности, любви. Я вот хочу сказать последние слова, как это всегда было в нашей группе, и всем говорю, ждать, верить и любить. Это самое главное. Очень сильная фраза, вроде простая, но заканчивается любовью. Спасибо вам еще раз. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. В эфире новости. Доброе утро. В 2025 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют дважды, но при этом ставшей уже традиционной индексации в январе не запланировано. Как отмечается в законе о бюджете социального фонда на 2023-2025 годы, с 1 января 2024 страховые пенсии увеличат на 4,6%. С 1 февраля 2025 года 4% и с 1 апреля 2025 года на 3,6%. После завершения переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появятся в начале нового года. Поэтому сначала пенсию увеличат с 1 февраля, затем планируется повторная корректировка в апреле.
Приемная кампания СВФУ стартует 20 июня. В этом году на целевое обучение в ВУЗе по программам бакалавриата и специалитета выделено более 660 мест. В частности, на очную форму обучения предусмотрено 574 места, на заочную 85 и 2 на очно-заочную. Договоры можно заключить с федеральными и республиканскими бюджетными организациями. Однако их поиском и подбором абитуриенты должны заниматься самостоятельно, отмечает ВСВФУ. В этом году больше всего квот выделено в медицинском институте по специальности лечебное дело. С наступлением летних жарких дней в Амгинском районе начинается наплыв туристов. Амга является одним из наиболее популярных мест отдыха жителей и гостей Якутии. Туристический потенциал в районе достаточно большой, и это может стать хорошим источником доходов как для жителей, так и бюджета района. В этом сезоне в районе будут работать 30 туристических баз, которые включены в федеральный реестр, и 2 гостиницы. На сегодня каждая турбаза имеет свои услуги предоставления отдыха. Это сплавы по реке Амга, рыбалка, ягодные и медовые маршруты. Для комфортного отдыха предприниматели района ежегодно улучшают качество услуг и инфраструктуру. Каждый ночлег у нас уникален, каждая турбаза уникальна, имеют свои, скажем так, фишки, где наши туристы могут получить, с комфортом отдыхать и ознакомиться с нашей уникальной природой Амгинского луса. В прошлом году организованных и неорганизованных туристов насчитывало около 40 тысяч. В этом году тоже этот показатель будет даже увеличен. Представители Международного комитета «Дети Азии» и Всемирной федерации «Алыш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения будут реализованы взаимные профессиональные консультации, обмен опытом и выработка решений по направлениям сотрудничества. Напомним, борьба на поясах «Алыш» утверждена как демонстрационный вид спорта на 8-х играх «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в следующем году. С 11 по 15 июня в столице республики проходит региональный этап всероссийского соревнования юных футболистов «Кожаный мяч». Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками, медалями и дипломами. Победители регионального этапа по возрастным категориям поедут на всероссийский этап соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» в регионы России. Младшая возрастная группа в Астрахань, средняя в Иваново, старшая в Волжский. Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд из разных улусов республики. Впервые в этом году проводится соревнование «Колосок». Почему? Потому что все-таки городские ребята, они более подготовленные, и физически, у них и технические оснащения хорошие. А вот сельские, конечно, они уступают. Мы поэтому сделали вот этот «Колосок», как бы отдельно их проводить. Маленький возраст, младшие ребята, да, положение прислали нам с Москвы, оттуда, значит, с Российской Федерации. Участвуют. У них, значит, поле 30 на 45 до 55. Это у младших. Поэтому мы 2 поля маленьких, и для старших мы сделали поле побольше. На этом у нас все. Хорошего дня. Как мы все знаем, что лучший друг человека – собака. Но собаку нужно не только любить, но еще и правильно воспитывать. Как говорят кинологи, не бывает необучаемых собак. Бывают ленивые люди. На днях наша съемочная группа побывала на занятиях в щенячьей школе. Как проходит дрессировка щенков и как мотивировать собаку к обучению – ответы в нашем следующем сюжете. Скромная Эмма, дерзкий и хитрый Агат, неуправляемая Дуся и любопытный Ричи. Казалось бы, что объединяет этих разнопородных? Конечно, щенячья школа. Такие занятия, говорят кинологи, основа основ, равно нулевому классу в школе у ребенка. Закладываются все основные навыки, закладываются навыки в хозяев, как это дальше правильно, что делать, и потом уже по нарастающей мы отрабатываем и усложняем. Заниматься нужно с любой собакой, породистая, беспородная, большая, маленькая, без разницы. Это воспитание собаки. Вам жить потом в социуме, вам как-то с этой собакой управляться. Хотите жить хорошо, расслабленно и в удовольствии с собачкой, значит, воспитайте. Здесь хозяева воспитывают не только собак, но и самих себя. Найти контакт, научиться
учиться общаться, правильно взаимодействовать и, главное, умение управлять своим любимцем – огромная работа. Дрессировать нужно и себя, любимого. Она вообще больше не управляемая, мы ее учим, а она ничего не хочет. Приходится сюда ходить, чтобы ее подрессировать. Дрессировка всегда важна для этого, чтобы она слушалась на улице, также дома. Ну и сказали, второе занятие уже, да, вот есть какие-то уже результаты? Да. Ну, у нас начала получаться первая команда, получается, главное ко мне и рядом. Вот. И сегодня мы еще ново учили, сидим. Ну, стараемся. Мы ходим 1,5 месяца. Ну, собака более-менее стала управляемая, все равно слушается. Конечно, приходится очень много. Он хитрый же. Это же дети. Да, ну, растем. Ну, в первое время было сложно, потому что он не понимал, не знал. Потом привык. Но с твоим упорством, да? Да. Собака приучается выполнять команды именно через общение. Это фундамент. Если животное не возжелает общаться со своим хозяином, такого зверя будет очень тяжело приучить к послушанию. И наоборот, общительная собака быстро и с удовольствием всему научится. Собаки те же самые дети. Вот щенки те же самые дети, только они не разговаривают. Они все показывают эмоционально, но не разговаривают. Поэтому что заложите, то получите. А теперь взгляните на своего питомца. Если он кусает людей, гоняет кошек, не слушается и не понимает, все эти беды не его проблемы, а в первую очередь ваши. И помните, возраст собаки не приговор. За что любишь Дусю? За то, что она хорошая, она у нас. За то, что она нам досталась хорошей, милая, ласковая. Ну, это все. Это моя маленькая крошечка. Да. Катерина Винокурова, Григорий Николаев, Якутск. Ну, в целом, вообще, если у вас есть собака, время уже можно пойти выгулить ее. Она, наверное, заждалась. И прогуляться самому вместе с собакой. Да. Мне очень понравился тезис, что если собака что-то делает не так, это не ее проблема. Теперь это ваша проблема. На самом деле соглашусь, потому что, вот, допустим, в случае с детьми психологи говорят, что, в принципе, поведение детей – это вот то, что закладывают в них родители. С животными, мне кажется, абсолютно такая же история. То же самое, согласна. Если ваша собака укусила кого-то за ногу, то это просто вы кого-то хотели укусить за ногу, но не позволяли себе этого сделать, а собака сделала это за вас. Поэтому занимайтесь собаками, и все будет у вас хорошо. Да, любите собак, любите друг друга, чтобы никто никого не кусал. Да, ну, да. А почему не надо кусать? Но говоря про кусать и животных, которые могут укусить, да и да бог, им тоже иногда нужна помощь. Вот иркутские зоологи спасли медвежонка по кличке Тень в сезон охоты. Владельцы иркутской зоогалереи совершали традиционный обход лесов в поисках вернувшихся птиц. Они каждый год делают. И вместо ласточек вот этот сюрприз нашли исхудавшего медвежонка. Подробности в следующем сюжете. Спасенный владельцами иркутской зоогалереи детеныш оказался девочкой. Директор Людмила Ивушкина предположила, что истощенная медведица осталась одна в лесу, потому что ее мать застрелили в разгар сезона охоты. Сейчас малышка, которая раньше по размерам больше напоминала енота, весит уже 6 килограммов и проходит реабилитацию. Давай сейчас витаминку поставим. Ее взвешивали постоянно, ей ставили уколы, ее осматривали, из нее клещей штук 20 вытащили. От анемии лечили ребенка от клещевой, всю кровь высосали. То есть они кровь пить пили, а восстанавливать ее было нечем. Медвежонка нашла собака зоологов Эльза недалеко от села Малая Голоусная. Поэтому маленькая медведица стала Устиньей. Но сотрудники центра между собой называют тихоню Тень. Было 3,5 килограмма, теперь уже почти 6. Почти 2 медвежонка у нас получилось из одного. Ни одна орнитологическая экскурсия у нас так еще не заканчивалась. Ездим в лес постоянно, птичек считаем, фотографируем, смотрим сроки прилета. И вот одна из экскурсий у нас
так и не закончилось тем, чем планировалось. Мы так и не доехали туда, куда хотели. Пришлось разворачиваться, ехать домой, потому что вот собака у нас обнаружила в кустах вот такое вот чудо. Как подтвердил потом наш доктор, ей оставалось, ночь бы она не пережила уже, потому что истощение было крайней степени. 3,5 килограмма вместо 15, которые ребенок должен весить в 3 месяца. Мы даже засомневались, что ей 3 месяца. Мы думали, что она родилась там не в феврале, как положено, а где-нибудь в марте. И малая голоустная рядом, то есть буквально там 300 метров от поселка, и она у нас Устиньей стала. Когда к ней обращаемся, она у нас усенька, она знает, что она усенька. А между собой, когда говорим где-то, кого пойти покормить, кого пойти, она у нас тень. Потому что ребенок привык за 7 дней вот этих вот скитаний по лесу, она привыкла вот так вот незаметно где-то промелькнет, вот она как тень. Тихо, молча, она очень мало кричит, что не свойственно медведям совершенно. Сейчас сотрудники организации занимаются поиском более подходящего места для дальнейшего содержания медведицы. В социальных сетях галереи сообщают, что в начале июня Устинье была поставлена прививка от бешенства. Сейчас малышка продолжает набирать вес и проходить курс реабилитации, а также готовится к отправке на новое место жительства. 4-й медведь нам светит, но мы это понимали, когда брали, оставить мы ее там просто не могли. Мы понимали, что, скорее всего, мы не сможем ее никуда пристроить, но сейчас еще надежда есть, что мы найдем ей какой-нибудь другой зоопарк. Сейчас заформляем документы, сейчас ставим прививки, чтобы можно было легально ее отправить, чтобы не было никаких проблем. Ну, такая вот милая история на утро, чтобы зарядить вас хорошей хорошей энергией. А вообще я заметил, что все опасные звери, хищники, вот медведи, львы, тигры, неважно, они когда вот маленькие еще, вот только-только, они такие милые все. А потом вырастает и голову откусить может. Да, и, кстати, есть у меня такой лайфхак. Ну, как известно, за окном лето. Вдруг летом кто-то захочет пойти в лес, куда-то глубоко по грибы, по ягоды, и вдруг встречает медведя, вот как раз крупного, когда он уже не особо дружелюбный, да, по отношению к человеку. Что нужно сделать? Оказывается, нужно полностью снять с себя одежду и лечь. И просто лежать, замерев, просто затаив дыхание. Говорят, медведь подойдет в этот момент, просто обнюхает и отойдет в сторону. Что-то у него какие-то мысли на это. Вот. Ну, а на этом наш эфир заканчивается. Сегодня в Якутске, к слову, 11-13 градусов тепла и небольшой дождь будет. Вам хорошего дня. Завтра увидимся.